Наша краіна ўжо другі тыдзень як паўнапраўны ўдзельнік балонскага працэсу. А ці ведаюць беларусы, што гэта такое і што гэты крок значыць для нас? Праект «Беларусы Про» і сайт 21 Бай выходзіць на вуліцы за адказамі. Саша, приємно познайомитися. А вось скажыце, ці ведаеце вы, што такое балонскі працэс? Ведаю, но амаль подзабыл трошечки. А ці ведаеце вы, што такое балонскі працэс? Нет, честно, не слышал, но... Не ведаю. Нет, ну серьезно, но я знаю, что это такое. А знаете вы, что это? Процесс інтэграцыі вузаў розных краін. Ну вот отлично, вы ответили на мой вопрос. Процесс интеграции нашей эдукационной системы на Заходе. Это процесс интеграции вузов разных стран. А як вы ставіцеся да далучэння Беларусі да балонскага працэсу? Нейтрально, но это имеет свои плюсы, так как дипломы наши будут котироваться, ну как они должны котироваться в Европе, но по сути вряд ли так оно будет. Я считаю, что присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу – это большой прогрессивный шаг, поскольку наши документы об образовании будут признаваться в других странах. Это дополнительные возможности для наших молодых людей. Ну, это здорово, мы объединяемся со всеми, как бы дружная страна, поэтому... То есть английский язык также развивает, так как переход будет тоже обучение на английском. Ну, на самой справе я только за. У меня перед вачыма есть приклад моих товаришаў, якія вучацца за межамі нашай краіны і якія уже пачынаюць працаваць у навуцы больш шырока, чым яны маглі тут атрымаць. А вось скажыце, што вы думаеце наконт вышэйшай адукацыі ў Беларусі ўвогуле? Ну, увогуле, якасць нашай адукацыі даволі-такі высокая. Але ж ёсць многа нюансаў, над которыми трэба яшчэ працаваць. Зараз атрымоўваюцца людзі вышэйшую адукацыю, такие, якія сдают тесты на 7-8 баллов. Ну, для меня лично, вот я учусь, но повышение, наверное, самооценки, чтобы все-таки не быть просто человеком, а, не знаю, для меня это самореализация, вот окончить, получить диплом. Высшее, оно отличается лишь тем, что мировоззрение стало немножко шире, немножко больше. А когда я пришла на работу, я делала все совсем иначе, не так, как меня учили. Качество у нас хорошее, но в принципе все зависит от тебя, хочешь ли ты учиться или нет. Без инициативы, конечно, ничего не будет. Лучше здесь учиться и получить образование, и прийти в Туркмению работать будет легче. Я считаю, что в нашей стране высшее образование не надо. Тем более, зачем мне учиться 5 лет, чтобы потом получать зарплату меньше, так сказать, среднего по стране. У нашем государстве все наилепше, наидобро, ну, в плане вот этого вот, ну, всего этих вузов, все добре.